Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Новостроек. Сегодня мы находимся в Ленинском районе города Ижевска и будем показывать вам жилой комплекс Крымский. И сейчас мы с вами находимся на придомовой парковке. Машин достаточно мало, всегда можно будет спокойно потом проехать и припарковать свой автомобиль. Она у нас будет трехрядная, она сама по себе будет не огорожена, но сейчас на данный момент она уже заасфальтирована. И вот мы с вами поднялись на 18 этаж. Сейчас я вам покажу полуторакомнатную квартиру общей площадью 42,2 квадратных метра. Стоит уже качественная металлическая входная дверь на 3 замка. Только снял пленочку, уже менять дверь не надо. Дверь Ешка-Каролинская, очень хорошее качество. Когда мы заходим в квартиру, сразу же встречаем гардеробную комнату. Это очень практично и удобно сделано, потому что вы в любом случае будете какие-то шкафы размещать. Вместо того, чтобы это делать и тратить на это деньги, здесь поставили полки и уже у вас готовая гардеробная. По площади она 2,5 квадратных метра. Дальше мы попадаем в спальную комнату. Она по площади почти 11 квадратных метров с выходом на балкон. На балконе у нас идет большое просторное витражное остекление. И открывается прекрасный вид на город, на ЖД вокзал. Можно смотреть за поездами, как они приходят, выходят, отдыхать, хорошо проводить время. Здесь квартиры сдаются в предчистовой отделке. Сейчас мы с вами уже видим почти готовый вариант. На 18 этаже высота потолков у нас идет 3 метра. На остальных этажах она идет 2,70. Разводка системы отопления вся проложена в полу. Как вы видите, все трубы к радиаторам уходят из пола, нету никаких стояков, что дополнительно гасит шумы, то есть нету никаких отверстий между этажами сверху и снизу, и звук не передается. А также хороший эстетический вид, красота. Дальше мы с вами проходим и попадаем в кухню-столовую. В площади она почти 18 квадратных метров. В ней тоже большое расширенное окно. Вот мы сейчас с вами находимся днем и видите, что в помещении достаточно много естественного света, дополнительного освещения никакого не требуется. Выделена отдельная специальная зона для кухни. Здесь можно расположить диван, телевизор, кровать, стол и уже спокойно жить, отдыхать. И большой просторный санузел, почти 4,5 квадратных метра, в который уместится абсолютно все, что угодно. Душевая кабина, ванну вы хотите, стиральную машину всегда будет куда поставить. Также уже специально выведены розетки под стиральную машину, поэтому вам с этим заморачиваться не надо будет. Пойдемте, есть еще такая же полуторакомнатная квартира, только без гардеробной. Так, ну и вот мы с вами попадаем в другую полуторакомнатную квартиру, которая без гардеробной комнаты, но у нее увеличена спальная зона, как раз за счет того, что гардеробной нет. Здесь у нас по площади вот эта комната 15 квадратных метров. Здесь хорошо уместится большой шкаф-купе, либо его сюда можно было расположить. Кровать двухспальная, телевизор, все, что необходимо для спальной комнаты. Так, квартира, она абсолютно похожа на ту полу, просто одним зеркальным исполнением. Здесь у нас также находится кухня-столовая, площадью она у нас 17,5 квадратных метров, она немножко меньше, но света здесь достаточно так же много, как и в той квартире. Рядом с полуторакомнатной квартирой у нас находится 2,5 комнатная квартира, так называемая евро-трешка. То есть здесь идет кухня-столовая и 2 спальные комнаты. Сейчас мы находимся в коридоре. Обратите внимание, что коридор сделан правильно, все углы у нас ровно, нет никаких непонятных лишних мест. Спокойная отдельная как раз зона, чтобы поставить шкаф, где можно будет повесить одежду. Потом дальше мы с вами пройдем на кухню. Кухня у нас будет тоже выходить в сторону востока. Очень светлая. Кухня у нас здесь 14,77 квадратных метров, то есть почти 15 квадратных метров. Так называемая кухня-столовая. Где можно разместить абсолютно все и комфортно принимать друзей, знакомых и устраивать какие-то чтения.
Дальше идет у нас первый санузел. Он у нас по площади 2,73 квадратных метра. Предполагается, что здесь будет размещен унитаз и умывальник. Также можно его использовать как гардеробную комнату, если вам достаточно одного санузла. Здесь никаких выводов на данный момент нету. Спокойно сделайте себе гардеробную комнату и уже складывайте туда все свои вещи. Здесь у нас второй санузел, он по площади 4,5 квадратных метра. Предполагается, что здесь будет стоять ванна, но вы можете поставить как душевую кабину, так и ванну. В дальнейшем можете сюда поставить туалет и, еще раз повторюсь, использовать первый санузел под гардеробную комнату. Здесь у нас идет первая спальная комната. Предполагается, что она будет родительская, с выходом на балкон. Она здесь площадью 17 квадратных метров. Здесь идут, точнее, не балконы, а лоджии. Лоджии все просторные. Лоджия идет здесь 7 квадратных метров. С панорамным остеклением и прекрасным видом на наш всеми любимый Татар-базар. И пройдемте во вторую спальную комнату, так называемую либо детскую комнату, либо комнату для родителей, комнаты, уже которые будут жить с родителями сами. И здесь также есть выход на балкон, то есть можно из одной комнаты попасть в другую. И открывается прекрасный вид. Все, пойдемте в следующую квартиру. В следующей квартире у нас будет однокомнатная. Мы с вами сейчас попадаем в однокомнатную квартиру. По площади она 41,5 квадратный метр. Можете обратить то, что в прихожей уже специально сделана ниша под шкаф-купе гардеробную. Вам осталось поставить дверь, и у вас уже будет готовая гардеробная. Дальше у нас проходим мы в спальную зону. Она по площади 18 квадратных метров. И фишкой, конечно, от этой третьей секции является витражное остекление. Вы можете обратить внимание на то, что сейчас уже почти все готово в этой квартире. В квартире очень светло, и из окна открывается прекраснейший вид на наш Татар-базар. Дальше мы с вами пойдем в санузел. Санузел здесь 3,5 квадратных метра, достаточно большой, чтобы в нем все поместилось. Предполагается, что здесь будет стоять ванна, здесь будет унитаз, здесь у нас будет умывальник. Но так как квартира сдается в предчистого отделки, вы можете сделать все по своему усмотрению, как вам будет это все нравится. И дальше попадаем в достаточно просторную кухню. Она у нас 10,5 квадратных метров и с выходом на балкон. То есть балкон идет у нас тоже с витражным остеклением. Откуда опять открывается прекрасный вид на город. Здесь уже даже с 4-го этажа очень хорошо видно весь Татар-базар. Если вы здесь окажетесь вечером, то все просто мерцает в огоньках и просто нереально красиво. А также видно 20-ю школу из окна. Школа у нас абсолютно новая. Ее реконструировали и сдали в 2020 году. Школа имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Она с IT-уклоном, и люди некоторые специально переезжают сюда поближе к ней, чтобы попасть именно в эту школу. Так, ну и сейчас мы с вами пойдем в одну из лучших квартир этого жилого комплекса, так называемая тоже 2,5-комнатная квартира. Сейчас я возьму ключики. Мы с вами проходим в двухкомнатную квартиру. Я бы сказал, что это 2,5-комнатная квартира. Одна из лучших планировок в данном жилом комплексе. Сейчас вы поймете почему. То есть здесь у нас идут два санузла по разным сторонам. Один из санузлов, если вы хотите, вы можете использовать под гардеробную, если вам это будет необходимо. А также вы можете именно сделать себе мастер-спальню, где вы будете спать, и санузел будет лично именно ваш, куда уже ни гости, ни дети не будут ходить, если вам так будет удобно. Сначала мы проходим с вами в первую спальную комнату, она по площади у нас 17 квадратных метров. Также идет витражное остекление в пол. Очень много естественного света. За счет витражного остекления эти ограждения, они сделаны специально по технике безопасности, чтобы, если вы вдруг что-то несете, споткнулись и полетели, чтобы вы не вылетели через окно.
Дальше мы пойдем с вами во вторую спальную комнату. Она у нас площадью 14 квадратных метров. Фишка этой спальной комнаты это в том, что у нее есть своя ложа. И вы уже спокойно выходите на балкончик, который тоже с витражным остеклением и с прекрасным видом на город. Здесь дальше у нас идет санузел площадью 3,5 квадратных метра. Он идет общий. Там можно сказать, что он именно только для той спальни. И попадаем в кухню-столовую. Она у нас площадью 16,5 квадратных метров. Достаточно большая. Можно использовать как третью комнату. Выделена специально ниша под кухонный гарнитур. Здесь ставите диванчик, вешаете телевизор, ставите приставку и наслаждаетесь прекрасной квартирой, прекрасным домом, в котором всегда будет тепло и уютно. Дальше мы с вами попадаем в коридор и идем в последнюю полуторакомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра. Это у нас полуторакомнатная квартира, так называемая евродвушка, где идет большая кухня-столовая площадью 18,5 квадратных метров. И спальная комната, она площадью тоже у нас 18,5 квадратных. Сейчас мы находимся в помещении как раз кухни-столовой. Вы можете обратить внимание, что она у нас не узкая, не вытянутая, не длинная, а правильной формы, в которой будут легко разместить отдельно кухонную зону и отдельно зону для отдыха, где можно будет принять гостей. Также с кухни-столовой у нас идет выход на лоджию с панорамным остеклением, откуда открывается прекрасный вид у нас на любимый Татар-базар. Высота потолков у нас на 18 этаже составляет 3 метра. На остальных этажах она у нас 2,7 метра. Дальше пойдемте в спальную комнату как раз и по пути заглянем в санузел. Санузел у нас здесь площадью 4,5 квадратных метра, просто огромнейший, в который вместится все, что угодно, что вы пожелаете здесь себе поставить. Здесь есть место и для стиральной машины, и для ванной, и для умывальника, и для водонагревателя. Хотя водонагреватель в этом доме вообще никогда не понадобится, потому что здесь идет своя собственная газовая котельная, которая, как всегда, обеспечит вам подачу горячей воды и отопление. И вторая комната у нас выходит на восток. По площади она у нас как раз тоже 18,5 квадратных метров. Все оконные проемы, они расширены, за счет этого достаточно много естественного света. Вот сейчас зима, у нас сейчас время 4 часа вечера, и здесь достаточно светло. Сейчас я вам также расскажу немножко о технологии строительства вообще этого дома, и какие есть преимущества перед другими домами. Смотрите, дом у нас построен по монолитной каркасной технологии, дом идет 18-этажный. Наружная стена идет достаточно широкая, это идет из газоблока, толщина газоблока у нас идет 400 мм, и идет наружный облицовочный кирпич, который крашен в массе. Дом этот не облезет через 1,5 года, как его застройщик сдаст, а надолго останется таким же красивым, ярким и запоминающимся у нас в данном Ленинском районе города Ижевска. Дальше у нас все трубы системы отопления, они расположены в полу и проходят под стяжкой пола. За счет этого достигается хороший эстетический вид. Вот вы можете обратить внимание, что у нас все подводки к радиаторам подходят снизу, с пола. Нет никаких стояков отопления. Соответственно, раз нет стояков отопления, нет и отверстий в перекрытиях для стояков. За счет этого достигается дополнительная шумоизоляция. А под полусухой стяжкой также дополнительно проложена шумоизоляция. Но одно из самых больших преимуществ вообще в этом доме – это трехслойные межквартирные перегородки. Таких домов у нас в Ижевске строится всего 4 штуки по такой технологии. Все остальные застройщики строят просто в обычный керамзитный бетонный блок. Трехслойные перегородки, что это такое? То есть у нас идет керамзитный блок на 90, потом идет базальтовая шумоизоляция на 100, и потом идет опять керамзитный блок на 90.
За счет этого достигается очень хорошая шумоизоляция между соседями сбоку. И соседей сбоку здесь вообще никто никогда не слышит. Если вы придете сюда и поговорите просто с жильцами в первой и второй секции, вам все скажут, что шумоизоляция просто превосходна. Проемы для межкомнатных дверей, они у нас здесь идут, если, например, вот здесь кухня-столовая, она идет расширенная, то есть здесь у нас широко где-то примерно 1,20 м. Здесь у нас идут стандартно на 900, достаточно тоже широкий проем, где можно поставить хорошие двери и любоваться ими. Пойдемте дальше, я вам покажу качественную входную металлическую дверь. Производство она идет Йошкар-Ола, идет она на 3 замка. И здесь у нас очень мало квартир на этаже. То есть, если вы посмотрите, здесь всего 7 квартир на этаже. И поэтому соседей здесь очень мало. Пойдемте дальше, посмотрим детскую площадку, и я вам еще расскажу немножко о доме. В доме есть своя газовая котельная, что означает, что вы будете экономить на коммунальных платежах порядка процентов 30, потому что отопление и горячую воду здесь для вас готовит сам дом. Так, ну вот мы вышли с вами на переходной балкон к противопожарной лестнице. Да? Сейчас мы с вами посмотрим на детскую площадку с высоты 18 этажа. И как раз вы увидите, что здесь есть специальная отдельная зона для игр с мячом. То есть футбол, баскетбол, волейбол. Вы всегда сможете здесь поиграть, мячик никуда не улетит. Также есть зона для воркаута, для поддержания физического здоровья. Сам двор, он вообще без машин. То есть на внутреннюю часть двора автомобили попасть не могут, только автомобили спецтехники, пожарной службы, либо полиции. Ну, а также, если вам для переезда потребуется подъехать к подъезду, вы всегда сможете это сделать. Это был жилой комплекс Крымский. На сегодняшний день мы с вами прощаемся. Подписывайтесь, напишите в комментариях, про какой жилой комплекс вы бы хотели посмотреть видеообзор. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете позвонить либо по этому телефону, либо просто написать нам в комментариях, и мы с вами свяжемся. Всего доброго, до свидания.